перечень в 2021 году. Далее. Давайте с вами посмотрим на результаты ВПР по химии. Это по Республике Коми. Вот посмотрите, пожалуйста. Я уже говорила, показывала конкретно по выполняемости задания. А вот теперь общая картина. Давайте мы с вами на нее посмотрим. Первое, на что хочу обратить внимание, на успеваемость и качество знаний в 9 и 11 классах. Посмотрите, пожалуйста, это нижняя вот эта вот диаграммка в левом нижнем углу. Посмотрите, пожалуйста, сравнимая успеваемость в 9 и в 11 классах. Значит, по Российской Федерации и Республике Коми. А вот если мы берем с вами качество знаний, там, где работы выполнены на 4 и на 5, вы видите, что показатели по Республике Коми ниже. В цифрах, в абсолютных цифрах, в процентах это все указано. Причем, посмотрите, пожалуйста, в 11 классах это расхождение составляет почти 10%. Это достаточно большая цифра. Далее, распределение отметок в 9 и 11 классах. И опять, если мы берем показатели по Российской Федерации и показатели по Республике Коми, мы видим снова, что четверок и пятерок в Республике Коми меньше, чем в целом по Российской Федерации. Хотя вот тройки, видите, это в качестве компенсации, если двоек у нас двоек тоже чуть побольше, и поэтому троек у нас гораздо больше, чем в среднем по России. Если смотреть объективность оценивания, которая смотрится, опять же, по проценту выполнения заданий, посмотрите, пожалуйста, подтвердили полностью свои оценки 1930 человек из 2500. И посмотрите, пожалуйста, не подтвердили 501 человек и повысили качество знаний 756 человек. Посмотрите, пожалуйста, как отличается объективность оценивания в 11 классах. Понизили свои результаты гораздо больше. Это видно по диаграммам, не в численном выражении, а видно по диаграммам, видите? И столько же человек повысили, как и в 9 классах, повысили качество знаний. Значит, подтвердивших знания свои детей меньше, в основном больше тех, кто понизили свои результаты в результате выполнения всероссийской проверочной работы. Достаточно тревожный знак, и который показывает, над чем нам надо работать. Структура проверочной работы в 9 классах. Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий. Эти задания повышенной сложности, всего 3 задания с развернутым ответом повышенного уровня сложности. Это вопросы 4, 6 и 7. Все остальные вопросы из 9, итак, 4, 6 и 7, все остальные это задания базового уровня с кратким ответом и развернутым ответом. Развернутым, значит, он не такой большой, как в заданиях с повышенным уровнем сложности. Структура проверочной работы в 11 классах. Каждый вариант ВПР содержит 15 заданий различных типов и уровней сложности. Ответ в них должен быть записан в виде слова, порядка цифр или слов, или уравнения реакций. В работе содержится 11 заданий базового уровня и 4 задания повышенного уровня сложности. Значит, вот эта структура, она сохранялась и в 2000 году, и в 2001 году. Посмотрите, пожалуйста, еще статистические данные, результаты ВПР по химии в 8-9 классах. Вы помните, коллеги, что после дистанта в 2000 году осенью девятиклассники у нас с вами писали всероссийскую проверочную работу. Это было осенью 2000 года.
Весной 2001 года всероссийскую проверочную работу писали восьмиклассники. Писали и те, и другие дети, и осенью, и весной примерно по одним и тем же текстам. Посмотрите, пожалуйста, на цифры. Самая первая цифра, которую, если вам хорошо видно, самые первые цифры, это цифры по Российской Федерации. Это средняя температура в Российской Федерации. В 2020 году осенью цифра в среднем была меньше, и это действительно оправдывает то, что на дистанционном обучении действительно качество образования хуже, да? И в 2021 году весной качество уже возросло, оно составляло 93-95 против 90,7, то есть выше практически на 3% успеваемость составляла. Качество знаний тоже было выше, тоже отслеживалось. И вот посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, красным я выделила районы, в которых и качество, и успеваемость, вот первые колоночки это успеваемость, второе качество, были ниже, чем в среднем по России. Соответственно, по Республике Коми средний процент выполнения работ и в 2020, и в 2021 году был ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, по регионам. Если еще с успеваемостью дело обстоит еще более-менее, то с качеством знаний, посмотрите, здесь красных строк гораздо больше. Значит, я думаю, что не имеет смысла перечислять муниципальное образование. Единственная цифра, которая вызвала у меня удивление, это показатель успеваемости по Троицко-Печорскому муниципальному району 100,1%. Как такое могло получиться, я не знаю. Вот как такая цифра, если процент выполнения больше, чем в среднем было учеников. Да? Значит, 100% на 3 выполнили все, тоже цифра вызывает сомнения, такого просто быть не может. Поэтому при оценивании будьте, пожалуйста, объективны. И вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь дельта значок – это разница между качеством или успеваемостью между показателями 2021 и 2020 года. Из 2021 вычитала показатель 2020 года. Вот посмотрите, пожалуйста, в минус. Хуже было в 2021 году, показатели были ниже в нескольких муниципальных образованиях. Вот вы сейчас хорошо сами видите, да, эти цифры, я не буду вслух их озвучивать, потому что мы очень всегда с вами эмоционально реагируем на такие вещи. Ну вот посмотрите, цифры вещь упрямая, особенно по качеству знаний. Посмотрите, сколько регионов, сколько районов сработало в минус. Причем где-то показатели практически 20%, где-то есть 20% в минус. Поэтому вот эти цифры очень серьезные. По 11 классам аналогичного сравнения нет, потому что, вы помните, 11-классники писали у нас всероссийскую проверочную работу только в 2021 году весной, больше они ее не писали. Поэтому сравнивать просто было не с чем. А теперь посмотрите, пожалуйста, еще один показатель. Вот здесь я выделила, здесь точно так же красным выделены регионы, но здесь я выделила желтым и зеленым цветом регионы, которые сработали в минус весной уже в 2021 году. То есть вот показатели были ниже. Хотя все факты говорят о том, что при очном обучении качество знаний и успеваемость должны были быть стать выше. Специфика применения критериев для оценивания заданий базового уровня в ВПР 8 класса. Вот давайте мы с вами сейчас пробежимся вот по всем критериям, посмотрим. Сначала задания базового уровня, потом будут задания повышенного уровня сложности. Итак, первое задание. Мы его с вами хорошо знаем, оно из года в год не меняется, в демоверсиях оно остается одним и тем же. И выглядит оно следующим образом. Предметом изучения химии являются вещества. Внимательно рассмотрите предложенные рисунки, укажите номер рисунка, на котором изображен объект, содержащий вещества. Коллеги, я вас очень прошу, у кого-то шуршит микрофон, выключите, пожалуйста, его. Значит,
Первое. Индивидуальные химические вещества содержатся в объекте, изображенном на рисунке, и надо указать номер рисунка. Какие вещества содержатся в объектах, изображенных на остальных рисунках? Приведите по одному примеру. И для каждого вещества надо указать его химическое название и формулу. С этим заданием мы все хорошо знакомы. Что здесь? Здесь может представлять проблему указать формулу химического соединения. К примеру, дети затрудняются писать формулу воздуха, да, хотя мы знаем, что это смесь газов, и затрудняются писать формулу соли, поваренной соли. Значит, вот здесь это основные затруднения. За правильно выполненное задание ставится 3 балла. Второе задание. Превращение одних веществ в другие называется химической реакцией. Из представленных ниже рисунков выберите тот, на котором изображена химическая реакция. Посмотрите, пожалуйста, картинки. Первое – сжатая пружина. Второе – чайник, из носика которого идет пар. И третье – это горящая спичка. Итак, протекание химической реакции изображено на рисунке, очевидно, 3. Да, ребенок должен указать. Объясните сделанный вами выбор. Вот кто-то из детей даже этого не делает, не может объяснить, что это изменение веществ. Да? Из одного вещества получились другие соединения. И вторая часть задания – укажите один любой признак протекания этой реакции. Ну, здесь изменения окраски могут быть и выделение тепла. Есть дети, которые затрудняются указывать признаки протекания химической реакции, причем тех реакций, которые происходят практически ежедневно в руках каждого ребенка. Газовую плиту зажигают многие от спичек до сих пор. И как оценивается этот ответ? Итак, если правильно указан рисунок и дано объяснение в первой части ответа, это 1 балл. Если правильно указан любой признак протекания этой реакции, заметьте, любой, одного достаточно, да, одного признака протекания химической реакции, то это еще 1 балл. Если один из этих ответов будет неправильный, то ребенок получает только 1 балл. Если оба ответа неправильные, либо не написано ничего, то это ребенок получает 0 баллов. И, уважаемые коллеги, я когда готовилась к вебинару, встретила такие данные. В каком-то из регионов у нас в России провели перекрестную проверку выполнения ВПР. Оказалось, что 17% выполненных работ просто-напросто оценки завышены. То есть вы понимаете, что это в среднем, наверное, в каждом регионе выглядит картина примерно одинаково, да? И если учитывать, что примерно одинаково это в каждом регионе, и от тех процентов, которые мы даем, если вычесть еще практически 20%, то мы получаем практически реальную картину. Вот качество знаний и выполнение работы. Посмотрите, пожалуйста, еще один вариант вот этого задания. Итак, второе задание. Превращение одних веществ в другие называется химической реакцией. Укажите, в какой из приведенных ниже процессов является химической реакцией. Итак, нужно указать распространение аромата цветов в комнате, движение маятника в механических часах, образование накипи в чайнике при кипячении водопроводной воды. Напишите номер выбранного процесса. Химической реакцией является образование накипи в чайнике при кипячении водопроводной воды. Объясните сделанный вами выбор. Образуется новое соединение, изменяется окраска, появляется осадок. У этого осадка изменяется окраска. Укажите один любой признак протекания этой реакции. Ну вот я сейчас их назвала. Итак, если ребенок указывает процесс правильно, химический процесс, то он получает за это 1 балл. Если правильно ребенок указывает признак протекания химической реакции, то это еще 1 балл. И максимальный балл за выполнение этого задания, это будет 2 балла. 2 половинки, значит, за каждую по баллу. Итого будет 2 балла за второе задание. Третье задание.
В таблице приведены названия и химические формулы некоторых газообразных веществ. Даны кислород, метан, сернистый газ. Могут быть даны какие угодно газы. Используя предложенные вам справочные материалы, вычислите малярные массы каждого из газов и запишите полученные данные в таблицу. Прямо в таблице ребенок записывает малярную массу каждого газа, а дальше нужно будет воспользоваться этими сведениями, которые получили учащиеся. Каким из приведенных в таблице газов следует наполнить шарик с практически невесомой оболочкой, чтобы он оказался легче воздуха и смог взлететь? Средняя малярная масса воздуха равна 29 грамм на моль. Укажите номер вещества. И посмотрите, пожалуйста, здесь надо не только указать номер, но и объяснить свой выбор. Вот многие учащиеся указывают правильный ответ, а обосновать свой выбор не могут. Если не указан выбор, не обоснован выбор, то это уже снижается 1 балл. Итак, правильно посчитана малярная масса, правильно указан газ и дано объяснение, ребенок получает 2 балла. Если только правильно указан газ, и здесь правильно указан газ, правильно посчитана малярная масса и правильно указан газ, который будет либо легче в одном варианте, либо тяжелее воздуха, это только 1 балл. Без обоснования выбора это только 1 балл. Если обоснован выбор, то это будет 2 балла. Следующее задание. Это будет следующее, третье и четвертое задание. Это задание повышенной сложности. Четвертое, извините. Итак, восьмиклассница Мария выпила после обеда 1 стакан яблочного сока. Используя данные, приведенные ниже таблицы, определите, какую массу углеводов получил при этом организм девушки. Ответ подтвердите расчетом. И посмотрите, пожалуйста, дана массовая доля углеводов в каждом соке. Нужно найти, используя, значит, 200 граммов, девушка выпила 200 граммов сока, сколько граммов углеводов она приняла за один прием. Надо решить здесь задачу и написать ответ. Посмотрите, пожалуйста, если правильно дан расчет, обоснованно приведший к правильному ответу, ставится 1 балл. Итак, решение должно быть. Есть работы, в которых решения нет, но есть ответ, явно списанная работа. Да? Вот за такую работу, за такие ответы мы не ставим 1 балл. Должно быть приведено решение. Вторая половина задания. Какую долю суточной физиологической нормы в 400 граммов составляет потребленное Машей количество углеводов? Ответ подтвердите расчетом. И опять посмотрите, пожалуйста, дан расчет, обоснованно приведший к правильному ответу, то есть сколько физиологической нормы углеводов был принят, если ребенок выпьет 2 стакана сока. Да? Если ответ приведен, это будет еще 1 балл. Если дан только ответ, это 0 баллов за выполнение задания. Следующее задание, 8-е задание. Обратите, пожалуйста, внимание, 5-е, 6-е и 7-е задание – это задание повышенной сложности. 8-е задание – это задание базового уровня. Итак, установите соответствие между названием химического вещества и каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Итак, серная кислота. Где может применяться серная кислота? Ясно, что это вещество, ну, мальчишки хорошо знают это, в автомобильных аккумуляторах, и то затруднения вызывают у многих. Второе, хлорид калия. Хлорид калия применяется в качестве удобрения. Алюминий применяется в авиации в составе легких сплавов. И водород применяется как топливо в ракетных двигателях. Посмотрите, пожалуйста, правильные ответы приведены. Да? Они приведены в критериях оценивания, вы их видите. Значит, если решить
правильно указал эти ответы в том порядке, в котором они указаны, то он получает 1 балл. Если ответы указаны не в неверном порядке, в другом порядке, не в том, в котором они написаны в критериях оценивания, за этот ответ ребенок получает 0 баллов. Следующее задание, 9. Из приведенного списка выберите верные суждения о правилах поведения в химической лаборатории и обращения с химическими веществами. В ответ запишите цифры, под которыми они указаны. В задании может быть несколько верных суждений. Итак, первое задание. В химическом кабинете разрешается пробовать вещества на вкус. Неверный ответ. Для получения разбавленных растворов серной кислоты концентрированную серную кислоту осторожно приливают к дистиллированной воде. Правильный ответ. Если на лабораторном столе случайно загорелась тетрадка, то чтобы потушить пламя, необходимо ограничить доступ воздуха к очагу возгорания, например, накрыв тетрадь плотной тканью, полотенцем и тряпкой. И последний ответ, это будет правильный тоже ответ. И последний, если нет шпателя или ложечки, твердые реактивы можно брать руками. Ну, конечно, ни в коем случае. Итак, если ребенок указал 2 правильных ответа, но порядок здесь будет другой, к примеру, 3 и 2, этот ответ мы тоже засчитываем и тоже ставится 1 балл. Точно так же, как и за ответ, допустим, 2, 3 и 3, 2, за оба ответа ставится 1 балл. А вот теперь давайте посмотрим задание повышенной сложности ВПР 8 класса. Итак, даны 2 химических элемента А и Б. Известно, что в атоме элемента А содержится 12 протонов, а в атоме элемента Б 16 электронов. Первое. Используя периодическую систему химических элементов, определите химические элементы А и Б. Ну, по периодической системе ребенок должен определить эти элементы, написать название. Прямо туда контрольно-измерительные материалы должен написать название химических элементов. Второе задание. Укажите номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов, в которых расположен каждый элемент. Номер периода должен быть указан и номер группы. Есть дети, которые путают период и группу. Значит, вот тут будьте внимательны. Следующее. Установите, металлом или не металлом являются простые вещества, образованные этими химическими элементами. Итак, один будет являться металлом, второй не металлом. Это во всех вариантах одинаково. Следующее, 4. Составьте формулы высших оксидов, которые образуют элементы А и Б. Итак, как оцениваем? Если правильно записано название элементов А и Б, если правильно записан элемент А и элемент Б, ставится 2 балла. Если написан правильно только один элемент, а все остальное записан другой элемент, и для него все цифры записаны правильно, то мы все равно оцениваем это выполненное задание только в 1 балл. Следующее. Определен номер периода и номер группы в периодической системе. Правильно определен номер периода и номер группы – это 2 балла для первого элемента и для второго. Если перепутаны местами у какого-либо элемента вот эти цифры, значит опять же снимаем 1 балл. Следующее. Запишите формулы высших оксидов. Да, значит металлом или не металлом является данный химический элемент. Если не записано или неправильно записано, металл это или не металл, за каждый правильно выполненный ответ здесь дается по 1 баллу. Если нет ничего правильного, то значит 0. И, наконец, последняя запись формул высших оксидов. Правильно записаны формулы высших оксидов. Вот, кстати, здесь дети тоже часто ошибаются. Вот за это дается только 1 балл. Где правильно, где неправильно. Значит, если правильно записал 1 балл, если здесь правильно записал, это тоже 1 балл, в сумме это 2 балла. То есть каждое правильно выполненное задание здесь оценивается в 2 балла. Здесь первая часть 2 балла,
Здесь вторая часть 2 балла, третья часть 2 балла и так далее. И по баллам это задание будет самое емкое. Поэтому смотрите, пожалуйста, коллеги, внимательно. Следующее, 6-й вопрос. Имеется следующий перечень химических веществ. Калий, хлор, алюминий, водород, хлорид калия, серная кислота, сульфат алюминия. Используя этот перечень, выполните задание 6.1, 6.5. Итак, надо записать формулы простых веществ. Простые вещества здесь будут калий и хлор. Калий, хлор, алюминий, водород. Следующее. Сложные вещества будут хлорид калия, серная кислота и сульфат алюминия. Если правильно выполнены все вот это задание, правильно перечислены простые и сложные вещества, все без исключения, то за это ставится 1 балл. Надо записать формулу каждого вещества, при этом формулу каждого вещества. И вот здесь проблема возникает, дети ошибаются в записи соли. Если формула соли записана неверно, то это 0 баллов. Следующее, простые вещества правильно записаны, это 1 балл. И если сложные вещества все верно записаны, то это еще 1 балл. Таким образом, сложные вещества, 2 балла. Итак, правильно записаны формулы 3 сложных веществ, за это 2 балла. Правильно записаны формулы только 2 сложных веществ, за это дается 1 балл. Вот здесь надо быть очень внимательными. Следующее. Вторая часть вопроса. Какое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему описанию? Ядовитый газ желто-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом. Мы с вами знаем, что это хлор, но опять же дети опять пишут часто только название бывает написано, не формулы соединения, бывает не определяют это название. Если это не определено, за это ставится 0 баллов. Следующее. Из данного перечня выберите любое сложное вещество, запишите его химическую формулу и укажите, к какому классу неорганических соединений оно относится. Итак, сложное вещество любое выбирают, записывают его. И записывают, к какому классу соединения относятся. Если задание правильно записано и выполнено, то это 1 балл. Неверно, это 0 баллов. И, наконец, последнее. Из приведенного перечня веществ выберите любое соединение, состоящее из атомов 3 элементов, вычислите массовую долю кислорода в этом соединении. Ребенок выбирает сам любое сложное вещество, которое содержит кислород. И посмотрите, пожалуйста, здесь 2 варианта. Найти массовую долю кислорода в серной кислоте и найти массовую долю кислорода в сульфате алюминия. За правильно выполненное задание дается только 1 балл. Если неправильно ребенок сосчитал относительную молекулярную массу соединения, то это уже 0 баллов. Неправильно будет определена массовая доля химического элемента. Следующая часть задания 6.5. Надо будет вычислить массу 0,5 моль газообразного водорода. В одном варианте 1 газ, в другом варианте 2 газа. Не все дети почему-то знают, что формула газов двухатомная, молекулы газов, вернее, двухатомные, поэтому это самая главная ошибка. Следовательно, неверно считают молекулярную массу и, следовательно, неправильно находят массу определенного количества газообразного вещества. Итак, дан расчет, обоснованно приведший к правильному ответу, это 1 балл. Расчет отсутствует или проведен неправильно, это уже 0 баллов. Или ответ неправильный, это тоже уже 0 баллов. Итак, максимальный балл за выполнение этого задания тоже 1 балл. Ну вот посмотрите, пожалуйста, здесь приведен другой вариант. Ну, точно так же газообразное соединение, причем молекула газа будет двухатомной. 7-е задание. Задание тоже повышенной сложности и тоже состоит из нескольких заданий, которые связаны между собой.
Ниже даны словесные описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был приведен в задании 6. Итак, в первой реакции калий взаимодействует с хлором, образуется хлорид калия. И во втором уравнении взаимодействует алюминий с разбавленной серной кислотой. Нужно составить уравнение указанных реакций, используя химические формулы веществ. Правильно составлены уравнения реакций. Что это значит? Это значит, что правильно указаны исходные вещества, правильно записана формула продукта реакции и правильно расставлены коэффициенты. То есть молекулы газов двухатомные, да, все индексы на своих местах в формуле сложных веществ, к примеру, как в серной кислоте или формуле соли, и расставлены при этом коэффициенты. Если задание выполнено правильно, итак, если в первом уравнении есть ошибка, хотя бы одна ошибка, неправильно расставлены коэффициенты или неправильно написана формула соединения, это за выполнение этого задания будет уже за первое задание, если, допустим, ошибка, это 0 баллов. Если правильно выполнено второе задание, за него будет даваться только 1 балл за правильно выполненное задание. Если оба задания полностью выполнены верно, это будет 2 балла. Следующее. В зависимости от числа и состава веществ, вступающих в химическую реакцию и образующихся в результате нее, различают реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Выберите любую реакцию и укажите ее тип. Надо выбрать либо первую, либо вторую реакцию, указать тип реакции. Если это будет первая реакция, это реакция соединения. Если это будет вторая реакция, это будет реакция замещения. Итак, указан правильно тип реакции, значит, за это 1 балл. Неправильно указан тип реакции для конкретного уравнения реакции, оно должно быть записано, за это дается 0 баллов. И вот это задание самое сложное, потому что это задание с практическим содержанием. Ребенок должен держать в руках пробирки, должен это держать в руках, получать своими руками. Только после этого он будет знать, как это делается. Есть дети, которые понимают, что газ должен быть легче или тяжелее, да, сравнивают с малярной массой воздуха, но таких немного, они считают это теоретически. Итак, первое. Водород можно получить с помощью прибора, изображенного на рисунке. Мы с вами понимаем, что водород можно получить только вторым способом. Только цифра 2 может быть написана. Сразу. Если правильно указан номер рисунка, метод правильно указан вытеснение воды или вытеснение воздуха, значит, опять же, метод вытеснения воды. И третье. Объяснено, почему прибор, изображенный на другом рисунке, не может быть использован для получения водорода. Значит, за каждое из этих заданий, как даются задания, как присваиваются баллы. Итак, правильно указан номер рисунка и метод, за это дается 1 балл. Дано объяснение, почему так, а не иначе, еще 1 балл. Таким образом, 2 балла. Если ребенок ошибся либо в первом, либо где-то во втором, то есть неправильно назван метод вытеснения воды или вытеснения воздуха, это уже 0 баллов. Да, если ошибся и во втором задании, не объяснил, почему прибор, изображенный на другом рисунке, не может быть использован для получения того или иного газа, это тоже 0 баллов. Таким образом, если ребенок выполнял, но неверно выполнил это задание, выполнил только правильно, одну из картинок правильно выбрал, это все равно 0 баллов. Следующее. А вот теперь задание 11 класса, ВПР 11 класса. Вы знаете, уважаемые коллеги, что в заданиях ВПР 11 класса заданий побольше. Да? И, соответственно, здесь задание базового уровня и задание повышенного уровня сложности, здесь тоже другое соотношение. Ну вот давайте сначала посмотрим задание базового уровня сложности. Первое задание. Из курса химии вам известны следующие методы познания веществ и явлений.
наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование. На рисунке изображены примеры применения некоторых из этих методов. Определите, какие из изображенных на рисунках методов можно применить для: первое. Качественного анализа состава сульфата меди-2. Второе. Иллюстрации химического строения веществ. Первому заданию это первый рисунок, второму заданию это третий рисунок. Согласитесь, коллеги, если качественный анализ, если это определение с помощью селективных электродов, это может быть и второй рисунок, да? Значит, поэтому здесь можно по-разному исходить. Значит, запишите в таблицу название метода познания в соответствующий этому номер рисунка. Итак, метод познания. Какой метод познания выбирает ребенок и указывает номер рисунка. Если неправильно указан один из методов познания, то за это дается по 0 баллов. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на критерии. Итак, качественный анализ состава сульфата меди – это первый рисунок, но, повторяю, здесь, если селективные электроды, то можно и второй рисунок выбрать, да, эксперимент. И иллюстрация химического строения вещества – это моделирование, это третий рисунок. Только 1 балл. Следующее. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого химического элемента. Смотрите, пожалуйста. Дан элемент. Надо определить, какой это элемент, записать его. Определить номер периода, записать его. Определить номер группы, записать его. И определить, металл это или не металл. Значит, посмотрите, пожалуйста, если правильно определен номер периода, символ химического элемента и номер периода, значит, то за каждый из этих баллов, в каждом из этих случаев дается 1 балл. Итак, видите, да, вот тут вот в критериях ответа. Следующее. Периодическая система химических элементов Менделеева – богатое хранилище информации о химических элементах и свойствах их соединений. Так, например, известно, что с увеличением порядкового номера химического элемента способность атомов принимать электроны электроотрицательных периодах усиливается, а в группах ослабевает. Учитывая эти закономерности, расположите в порядке увеличения электроотрицательности следующие элементы. Итак, указаны элементы, которые надо расположить в определенном порядке. Запишите символы элементов в нужной последовательности. Так, здесь может быть только один порядок, за это дается 1 балл. Следующее. Четвертое задание. В приведенной ниже таблице перечислены характерные свойства веществ, которые имеют молекулярное и ионное строение. Посмотрите, пожалуйста, молекулярное строение. То есть это вещества с низкой температурой кипения, плавления, могут быть ограничены растворимы в воде, могут быть летучие и так далее. Ну и ионного строения. Твердые при обычных условиях, хрупкие, тугоплавкие, нелетучие и так далее. И вот давайте посмотрим. Используя данную информацию, определите, какое строение имеет вещество азот, N2, исходя из физических свойств, ну ясно, что это вещество молекулярного строения, и поваренная соль. Мы понимаем, что исходя из физических свойств, это вещество ионного строения. Да? И первое, значит, задание 4. Правильный ответ, вот я еще тут на задание 4 оценивается 2 балла. Нет ошибок. Если была допущена одна ошибка, то это 1 балл. Следующее. А вот это задание на проверку читательской грамотности. Посмотрите, пожалуйста, текст очень большой, который посвящен аммиаку. Здесь фигурирует еще много соединений, таких как гидроксид кальция, хлорид аммония, азотная кислота, оксид меди. Итак, надо распределить
те вещества, которые фигурируют в данном тексте по классам неорганических соединений. Это оксид, основание, кислота или соль. Первое. Если правильно распределены все элементы, то это 2 балла. Если правильно заполнены только 3 ячейки схемы, то это 1 балл. Если менее 3 ячеек, то это 0 баллов. Следующее. Составьте молекулярные уравнения реакции получения аммиака из простых веществ. Уравнение реакции, оно простое, но не каждый ребенок его запишет. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что не каждый знает, что такое аммиак. Итак, нужно записать уравнение, которое у вас приведено ниже. Далее. Укажите, с каким тепловым эффектом, с поглощением или выделением теплоты протекает эта реакция, поскольку это как раз то превращение, с которым мы не имеем дела, руками мы не делаем эту реакцию. Мы только ее показываем, ребенок это только должен сдать или угадать правильно, что это будет экзотермическая реакция. Итак, если указано правильно оба ответа, то это 2 балла. Если указан правильно только один ответ, то это 1 балл. Нет правильных ответов, это 0 баллов. Следующее. Составьте, да, еще я вернусь. Если неправильно записано уравнение реакции, то это, естественно, 0 баллов. Неправильно расставлены коэффициенты, но правильно выбраны исходные вещества и продукты реакции, это тоже 0 баллов. Следующее. 7-е задание. Составьте молекулярное уравнение, упомянутое в тексте реакции между аммиаком и азотной кислотой. И посмотрите, пожалуйста, уравнение реакции. Я думаю, что, наверное, тоже не все дети запишут это уравнение реакции. И надо будет указать, к какому типу относится эта реакция. Какой тип реакции? Соединение, разложение, замещение или обмена. Итак, если указана верно только одна часть ответа, то это 1 балл. Если нет уравнения реакции, указан только тип соединения, ну, как ни странно, вот если ответ включает один из названных выше ответов, то это тоже 1 балл. Следующее. В исследованной дозе, в исследованной воде из местного колодца были обнаружены следующие катионы металлов: аммония, калия, бария. Для проведения качественного анализа к этой воде добавили раствор сульфата натрия. Какие изменения в растворе наблюдаются при проведении данного опыта? Концентрация веществ достаточная для проведения анализа. Но мы понимаем, что это реакция между катионами бария и сульфат-анионами, и в этом случае будет выпадать белый осадок. Да? Если у нас правильно записан ответ, правильно записано сокращенное ионное уравнение произошедшей химической реакции, то мы за это даем 2 балла за каждое. Значит, 1 балл за краткое ионное уравнение. Как ни странно, полного молекулярного уравнения не надо составлять, только сокращенное ионное уравнение. И правильно указан признак протекания химической реакции, то за каждой из этих частей ответа дается по 1 баллу. Если нет где-то чего-то, то это только 1 балл, или нет совсем ничего, то это 0 баллов. А вот дальше органика. Задания, за которые дети получают меньше ответов. Одно дело, когда надо будет записать формулу алкина, да, вот посмотрите, как в 11 задании. Значит, из приведенного перечня выберите вещества, которые соответствуют указанным в таблице классам органических соединений, запишите в таблицу структурные формулы соответствующих веществ. Итак, из перечня соединений нужно выбрать алкин и карбоновую кислоту. Правильно записанные уравнения, смотрим в 11, оценивается в 2 балла. Если нет ошибок, если одна ошибка, то 1 балл, если 2 ошибки, то или нет ответов, то это, естественно, 0 баллов. Следующее. В предложенной схеме химических реакций впишите структурные формулы пропущенных веществ, выбрав их из приведенных выше перечня.
Расставьте коэффициенты в полученных схемах, чтобы получилось уравнение химических реакций. Ну и здесь нужно правильно выбрать исходные соединения. Опять же, если правильно записаны оба уравнения реакции, 2 балла. Если правильно записано только одно уравнение, то это 1 балл. Обратите, пожалуйста, внимание, если ребенок правильно указал принадлежность к классу органических соединений, но запутался в количестве атомов водорода, то это неправильно указанное вещество, и за это ставится 0 баллов. Особенно я обращаю ваше внимание на случай с карбоновой кислотой. Да? Карбоновая кислота, которая взаимодействует с содой. Если неправильно записана формула кислоты, следовательно, или перепутано количество атомов водорода, вот здесь в каждом отдельном случае, то, конечно, это будет уже только 0 баллов за эту часть выполненного задания. Итак, за каждое выполненное задание правильно написанное уравнение реакции по 1 баллу. Далее, для изготовления глазных капель используют 3% раствор йодида калия. Рассчитайте массу йодида калия и массу воды, которые необходимы для приготовления 300 граммов такого раствора. Запишите подробно ход решения задачи. Задача с практическим содержанием, задача, которая есть в математике базового уровня. Значит, говорят, что сейчас профильный уровень заменили подобные задания какими-то более сложными задачами. Да? Но тем не менее, вот это задание базового уровня там есть, и точно такие же задачи, примерно такие же задания. И как оценивать, если полный ответ и содержит все вышеназванные компоненты, то это 2 балла. Если неправильно рассчитана масса йодида калия, но не рассчитана масса воды, то это 1 балл. И если рассчитана масса воды, вот здесь, коллеги, обращаю ваше внимание, если рассчитана масса воды указана, а не рассчитана масса йодида калия, то за это 0 баллов. Потому что нет расчета, как ребенок нашел вот эту массу соли. Следующее. Дана схема окислительно-восстановительной реакции. Составьте электронный баланс этой реакции. Укажите окислитель и восстановитель. И расставьте коэффициенты в уравнении реакции. Ну, практически столько же баллов, сколько это на ЕГЭ. Только на ЕГЭ надо выбрать вещества, которые реагируют между собой, да? И на ЕГЭ немножко другая система оценивания, но здесь похоже. Итак, правильно записанное уравнение реакции, правильно расставлены коэффициенты – это 1 балл. Правильно написан электронный баланс. Обратите, пожалуйста, внимание на заряды ионов. Да? Правильно пишутся +2, +3. Не 2 плюс, не 2 минус и так далее. Значит, заряды ионов правильно записанные. Итак, за это ставится 1 балл. Электронный баланс – это 1 балл. И последнее. Правильно указан окислитель и восстановитель – это еще 1 балл. Первое – уравнение реакции, коэффициенты. Второе – электронный баланс. И третий – окислитель и восстановитель. Таким образом, 3 балла. Если один из компонентов выполнен неверно, то снимается по 1 баллу соответственно. Следующее, 10-е задание. Дана схема превращения. Схема превращений. Итак, простая такая цепочка. Надо написать молекулярные уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. И посмотрите, 1, 2, 3, задание повышенной сложности, я не обратила внимания. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, цепочка. Надо записать вещества, с помощью которых можно осуществить превращение. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот она, эта цепочка. За каждое правильно написанное уравнение с правильно расставленными коэффициентами по 1 баллу. Если неправильно записано одно из веществ или неправильно поставлен один из коэффициентов, забыл ребенок или еще что-либо, да, переписывал, забыл, то это 0 баллов за
каждый выполненный элемент. Итак, посмотрите, пожалуйста, 3 уравнения реакции, каждое должно быть написано правильно, 3 балла. Если одного нет или в каждом из уравнений там где-то допущена ошибка, то есть, соответственно, за соответственное уравнение будет по 0 баллов. Следующее. 13 задание. Пропанол-1 применяют в качестве растворителя для восков, чернил, природных синтетических смол, а также для синтеза пропионовой кислоты, пестицидов, некоторых фармацевтических препаратов. Пропанол-1 можно получить в соответствии с приведенной схемой превращений. Посмотрите, пожалуйста, ну, так называемая полуоткрытая цепочка. Да? У нас нет одного соединения. Нам надо вписать в заданную схему превращения структурную формулу вещества X, выбрав из предложенного выше перечня. У меня перечень вот здесь, переехал сюда. Видите, вот перечень соединений есть. Дальше. Запишите уравнение двух реакций, с помощью которых можно осуществить эти превращения. Запишите название вещества X. Итак, за каждое из правильно выполненных заданий, вот частей задания мы получаем и ставим 1 балл. Правильно вписано в задание схему превращения в вещество X, выбрали, это 1 балл. Правильно записали уравнение двух реакций, с помощью которого можно осуществить превращение, еще 1 балл. Если неправильно одно из уравнений, это уже по 1 баллу. Да? Значит, одно из уравнений, простите, это 0 баллов. Одно уравнение правильно, другое неправильно, это 0 баллов. И записано название вещества X, это еще 1 балл. Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно на критерии. Следующее занятие на ПДК. Задание, которое решают хорошо все дети. Видимо, в математике вот здесь задания подобные дают много, да, вот здесь проблем никаких не возникает. Одним из важных понятий в экологии и химии является предельно допустимая концентрация. Ну и что тут такое? На кухне площадью 6 квадратных метров и высотой потолка 3 метра, оборудованная газовой плитой, при горении бытового газа выделилось столько-то граммов углекислого газа. Определите, превышает ли концентрация углекислого газа в воздухе данного помещения значение ПДК. Предложите способ, позволяющий снизить концентрацию углекислого газа в помещении. Проблема заключается в том, что объем помещения дети находят безошибочно. Содержание углекислого газа может уже вызывать, найти содержание углекислого газа в этом объеме помещения уже может вызывать проблему. А вот сформулировать предложение по снижению содержания углекислого газа, здесь уже сформулирует его только ребенок, который хорошо успевает. Да? Он знает предмет, и он сможет дать аргументированный ответ. Поэтому за каждую часть ответа, вот, которая тут прозвучала, правильно определен объем помещения, это 1 балл. Сформулирован вывод о превышении ПДК, и указан показатель, значит, еще 1 балл. Сформулировано одно предложение по снижению содержания углекислого газа, это еще 1 балл. Итого 3. Если нет одного из компонентов, то это уже, соответственно, меньше балла. Ну и мы с вами рассмотрели все задания ВПР, и 8 и 11 класса. Вы знаете, что учащиеся 9 классов не пишут ВПР, у них ОГЭ, у них другая оценка качества, да? И только для тех, кто выбрал предмет химия, только те будут сдавать химию. Возникает вопрос, что делать? То вот в 11 классе сдают все, не только мотивированные учащиеся, которые говорят, зачем мне все это надо, я все равно химию не сдаю и куда-либо пойду, мне тоже не надо будет химию учить и сдавать. Ну вот здесь, конечно, нужны аргументированные ответы. Да, не всегда ребенок осознает, что пригодится тот или иной знание того или иного предмета, но когда сталкивается с тем, что поступает в технический вуз, то предмет химию обычно сдают. 1-2 семестра – это экзамен или зачет. Значит, тут от зачета не уйти, и, соответственно, тут нужно находить аргументы, чтобы
ребенок все-таки изучал предмет и для того, чтобы что-то делал. Потому что вы знаете, 1 час в неделю – это просто ни о чем, да, это просто повторить задание, которое повторить все то, что мы с вами изучали все это раньше. Поэтому вот здесь только слова, которые мы с вами можем найти. Итак, что мы можем делать? Первое. Включать в проверочные работы задания в формате ВПР. Где их брать? Я сейчас покажу сайты. Значит, первый сайт ФИПИ. Конечно, fipi.ru. Там есть раздел «Функциональная грамотность», там можно брать такие задания. Второе. РЭШ. Российская электронная школа. Там тоже есть раздел «Функциональная грамотность». Оттуда можно брать эти задания. Значит, еще есть федеральные институты оценки качества образования, вот оттуда можно брать. Вот я, к сожалению, здесь не привела ссылочки вот этого института, но у меня ссылка будет, ФИОКа, сайт ФИОКа, там, где как раз вот эти проводят оценку качества образования, вот там выставлены демоверсии проверочных работ, в том числе демоверсии по химии 2022 года, и выставлены спецификации, там они уже есть, с ними можно ознакомиться, с ними можно поработать. Итак, включать подобное название в проверочные работы, чтобы ребенок видел. Как часто это надо делать? 3-4 раза в год. Вот методисты говорят, что 3-4 раза в год этого достаточно. Более часто, ну, допустим, 6, 7, 8 раз, более часто это делать не целесообразно. Второе. Включать эти задания в дидактические материалы уроков, где-то на уроках обсуждать эти задания. Третье. Обсуждать особенности формулировки заданий ВПР, чтобы дети это видели, и делать анализ полученных результатов. У нас часто бывает так: провели работу и забыли, анализ не проводим. Где-то, может быть, надо было бы провести анализ и даже работу над ошибками, за которую поставить оценку, даже в 11 классе. И в этом случае возрастает мотивация у ребенка, особенно в 9 классах дети, они не равнодушно относятся к результатам своего обучения, поэтому такие вещи надо пробовать. Второе. Что дальше? Значит, принцип, как надо отбирать задания для подготовки к ВПР. Итак, по одному-два задания каждого вида на достижение каждого планируемого результата. Где-то одни задания, где-то другие. При изучении одной темы это будут одни задания, при изучении другой темы это будут другие задания. Но такие задания нужно подбирать по одному-два задания. Задания должны быть разноуровневыми. Какие-то задания, большая часть этих заданий должны быть базового уровня, какие-то должны быть повышенного уровня. Поэтому это тоже надо учитывать. Итак, основная, большая часть – это задания базового уровня. Следующее. Что нужно делать? Рекомендуемые пути решения проблем при подготовке к ВПР. Конечно, это работа с этими заданиями. Я не открою Америку. Значит, брать готовые. Опять же, вот сейчас уже официальные инстанции приходят к тому, что нужно брать уже готовые разработанные задания, но мы понимаем с вами, что этих готовых разработанных заданий мало, можно пробовать разрабатывать их самим. Значит, разрабатывать самим где-то, использовать их. Можно, допустим, на уровне методического объединения с коллегами договориться, что вы такую работу проводите. Можно объединить усилия нескольких методических объединений, тут уже как вы это сможете сделать сами. Но такие вещи надо делать, такую работу надо проводить. Дальше. Необходимо изменять форму текущего контроля. Чаще использовать задания вот такого вида, как вы сейчас видели. Значит, в контрольных работах, в промежуточной аттестации, в тренировочных работах и так далее. То есть использовать такие задания. Следующее. Проводить работу
прежде всего контролировать работу, как ребенок выполняет эту работу текущую. Тогда будет итоговый результат. Ну и, наконец, очень трудоемкая работа, но делают дети это с удовольствием. Вы чертите таблицу предметных результатов, дети себе плюсики проставляют. Ну, пару раз провести, допустим, тренировочную ВПР. Это тоже не помешает, это тоже, ну, может быть, провести на 1 час, сократить какие-то задания. И потом поставить плюсики, какие задания дети выполняют, какие нет. Динамика видна очень хорошо. Даже если вы 2 раза проведете, динамика видна хорошо. Поэтому это хлопотно, коллеги, но это очень помогает, и это очень мотивирует детей, что они видят, над чем еще надо будет поработать. А потом есть дети, которые занимаются еще дополнительно. Вот для этих детей это тоже мотивация. Да, все не будут, но отдельные будут. Поэтому вот такие вещи нужно использовать. Посмотрите, пожалуйста, в тот сайт, о котором я вам говорила, сайт ФИОКа. Вот, это Федеральный институт оценки качества образования. Вот здесь по всем предметам проверочные работы для проведения, значит, демоверсии и спецификации здесь выложены. Для всех проверочных работ во всех параллелях, во всех классах, где они будут проходить, вы можете взять вот с этого сайта. Значит, и использовать, повторяю, сайты РЭШ и ФИПИ. Вот с этих сайтов вы можете использовать материалы в своей работе. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Я очень надеюсь, мы в этом году столько усилий потратили на то, чтобы разъяснить вот эти вот сложные моменты, все это рассказать. Я очень надеюсь, что мы с вами получим лучшие результаты, чем это было в прошлом году, потому что, повторяю, ну, как-то вот обидно. За предметы естественно-научного цикла просто-напросто обидно. Мы с вами не хуже работаем, чем в России. Поверьте, пожалуйста, но ну вот получается, по цифрам получается другой результат. Поэтому я всем желаю успехов, уважаемые коллеги, я всем желаю удачи, терпения вам, терпения и, конечно же, здоровья. Берегите, пожалуйста, себя. Всего вам доброго. До свидания.